Ишто Иванович, я снова вас приветствую в Аяшере. Здравствуйте. На этот раз я хотела поговорить сразу на несколько тем, но начну с главной. Значит, в адрес руководства Генпрокуратуры прошлых лет в последнее время звучат очень много обвинений от представителей силовых структур Абхазии. Что вы думаете по этому поводу? Что я думаю по этому поводу? Это вообще очень удобная позиция обвинять тех, кто уже не работает в том, что у них что-то когда-то не получалось. Я смотрел этот репортаж или фильм, как его назвать, не знаю, наверное, сказать, скорее фильм, наверное, об успешной работе оперативных служб под руководством нынешних руководителей. Вот примерно так этот фильм можно характеризовать. Там подробно остановились на некоторых делах, и я думаю, что есть необходимость об этом поговорить. В частности, было сказано о деле Мирцхуллава, похищение Мирцхуллава, которое расследовалось в мою бытность заместителем генерального прокурора, но там как-то было сказано вообще руководство Генеральной прокуратуры. Кстати, в этом смысле хочу напомнить, что руководил Генеральной прокуратурой представитель оппозиции. Человек, которого нас тогда представила оппозиция. Так, на минутку, как говорится. Нынешняя власть. Нынешняя власть, да. Вот, дело Мирцхуллава. По делу не было достаточных улик для того, чтобы тех, кто был задержан в тот момент, чтобы им предъявить обвинение и впоследствии направить дело в суд. Как полагается прокурору, было принято решение об освобождении этих лиц из-под стражи. Вот. Сейчас я смотрю, вот нынешние руководители говорят о том, что у них все было, что все у них было доказано и все у них было хорошо, но вот мы получили, как выразились, кстати, команду свыше. К сожалению, свыше голос я еще ни разу не слышал, и руководство страны никогда в уголовные дела не вмешивалось, тоже сразу хочу сказать. Вот. И было принято решение, как я сказал выше, об освобождении этих лиц из-под стражи. Впоследствии, через непродолжительное, кстати говоря, время, я покинул свой пост. После этого к власти пришла оппозиция. И насколько мне известно, на сегодняшний день никто из фигурантов этого дела под стражей не находится. И к ответственности за похищение Мирцхуллава никто не привлечен. Вот, как говоря о том, что мы, оказывается, мешали. Получается, по логике того, что было сказано, мы, руководство Генеральной прокуратуры, в частности, я так понимаю, речь шла обо мне, не давали раскрывать тяжкие преступления, в том числе похищения. Вот в этом фильме прозвучала цифра 29 похищений. Нынешние руководители оперативных служб, МВД, СГБ, более 4 лет находятся в руководстве этих ведомств. И возникает вопрос, а кто сегодня им мешает осветить эти преступления? Тоже не мешает? Или, может, нынешнее руководство прокуратуры не мешает? Или команда выше какая-то есть? Получается по логике так. Понимаете как? И есть еще очень интересный момент. По одному из этих уголовных дел вообще было заявлено, что известны все фигуранты этого дела. Дело Яковлева. Где эти фигуранты? Если они известны. Почему они не задержаны? Почему они не привлечены к уголовной ответственности, если они известны? Здесь простейший вопрос возникает. Понимаете как? Я должен сказать, что в своей деятельности в органах прокуратуры я всегда делал то, что полагается делать прокурору. А прокурору полагается защищать права граждан, вне зависимости от их статуса в уголовном процессе. И если нарушаются права обвиняемого, прокурор обязан защитить его права. Нарушаются права потерпевшего и далее по списку. Понимаете, и до этого дела было очень много дел, где была принципиальная позиция прокуратуры, в частности моя, где я принимал такие решения. Я считаю эти решения верными, считал их верными тогда и считаю верными их сегодня. Вот, если коротко, как говорится, можем раскрыть эти мысли. Понимаете, как идти на поводу у оперативных служб ни к чему хорошему не приводит. Представьте себе, что правосудие в Абхазии сегодня будет отталкиваться от мнения оперативников, вне зависимости от мнения прокурора и судьи. Вот эта попытка все время сообщить обществу, что мы знали, мы могли, но нам не дали, это, к сожалению, вообще такая линия защиты оперативных служб. Она всегда была. Вот этот конфликт между оперативниками и следственниками, он всегда присутствовал и всегда будет присутствовать. Я всегда говорю, есть мышление оперативное, есть мышление процессуальное. Вот процессуальное мышление отличается от оперативного тем, что человек, занимающийся уголовным процессом, прекрасно понимает, что то, что оперативники дают, нужно отработать, доказать,
закрепить в соответствии с Уголовно-процессуальным кодексом, с тем, чтобы потом выйти с этим в суд и публично доказать вину того или иного гражданина в том или ином преступлении. Вот эта разница существенная. Вот это нужно понимать. Не понимая этого, ну, понимаете, я тоже знаю много чего слышу, много чего о многом говорят в народе. Это не значит, что я могу сегодня сесть на телевидении и начинать говорить об этом как о доказанных фактах. Это как минимум глупо. Понимаете? Это ну, так не бывает. Понимаете, вот сегодня я вижу, что оперативные службы пытаются навязать обществу свое мнение. Они назначают виноватых, они определяют, кто виновен, и они определяют, кто не виновен. Иными словами, они определяют, кого нужно посадить, и они определяют, кого сажать не надо, что бы он ни сделал. Вот, к сожалению большому, вот такую тенденцию я наблюдаю. Вообще должен сказать, что ярко прослеживалась такая тенденция после того, как я покинул пост заместителя генерального прокурора и в республике сменилась власть. Началась очень серьезная работа по дискредитации руководства Генеральной прокуратуры и меня в частности. Вот. Я должен сказать, что мне хорошо известно, для чего это делалось, но об этом я чуть позже скажу, и чуть попозже наступит время, когда я дам и этому оценку, и назову причины, по которым пытались дискредитировать руководство Генеральной прокуратуры, и в частности меня лично. Этому есть вполне объяснимые и понятные причины. Буквально на днях мне на глаза попалось интервью министра внутренних дел Роберта Киут, в котором он, говоря о борьбе с майнингом, значит, уточнил, что за определенный период времени, он имел в виду прошлый год, значит, лично он, приняв некое волевое решение, игнорировал решение суда, игнорировал действующее законодательство и не возвращал майнинг-оборудование, значит, владельцам. Это вот яркое доказательство того, о чем я говорил выше, что оперативный сотрудник сам принимает решение, что в стране законно, что незаконно. Ему абсолютно не важно решение суда, ему абсолютно не важно, что это прямое нарушение действующего законодательства. Более того, ему настолько это не важно, что он считает допустимым заявлять об этом официально в эфире Абхазского государственного телевидения. То есть министр внутренних дел заявил о том, что он целый год нарушал законодательство и тем самым наносил материальный ущерб владельцам майнинг-оборудования. Вот что это такое. Теперь возникает вопрос, если министр внутренних дел, причем он гордится этим, он говорит об этом как вот об одном из достижений его оперативной деятельности в наведении порядка в республике. Внимание, вопрос. Если ему можно нарушать закон, человеку, призванному отвечать за правопорядок в республике, а почему все остальные должны его исполнять? Вот по мнению министра, вы понимаете, это очень опасные заявления, это очень нехорошие тенденции. Они никак не могут привести к вылеплению законности. Общество рано или поздно вот эти нарушения закона, которые накапливаются, они вернут власти. Но проблема не то, что они вернут это власти. Проблема в том, что они вернут это государству, нашему с вами государству. И когда-то, кому-то, где-то придется все это отматывать назад. И это будет очень тяжело сделать. Если это возможно. Если это вообще будет возможно. Поэтому, понимаете, как вот я говорил выше о том, что есть оперативное мышление, есть процессуальное мышление. Вот оперативным таким взглядом кажется, что это вот успех, это хорошо и так далее. А в долгосрочной перспективе это очень серьезные проблемы. Как для правопорядка, так и для правосудия в целом. Ну, раз мы заговорили об оперативных службах, вообще об МВД, статистика раскрываемости преступлений по версии Министерства внутренних дел. 93%, если не ошибаюсь, да? 93%. Да. Было бы, конечно, очень хорошо, если бы это было так, но... Вообще это возможно такое? Ну, возможно, наверное, в Олимпиаде, когда в Москве проходила, вот, может, было 93%, когда всех вывезли на сотни километров, всех, кто был способен совершать преступление или был склонен совершать преступление. Говорить, что сегодня в Абхазии 93% раскрываемость, но это несерьезно, это ни в какие рамки, как говорится. На эти 93%, видимо, не хватило внимания прокурора. Вот так, если коротко. Понимаете, как эти проценты делаются очень просто. Если регистрировать только раскрытые преступления, и не регистрировать преступления не раскрытые, то получится 93%. Все очень просто. Ну, кого мы обманываем? Кого мы сами себя обманываем? Что от этого у нас преступлений стало меньше? Или у народа закрылись глаза и уши,
Или кто-то не слышит о тех происшествиях, которые происходят по соседству с ними. Я хорошо помню, когда вот там год назад, когда родственники, друзья, товарищи вынуждены были чуть ли не там какие-то группы сбиваться, чтобы охранять свое жилье, в которых стояло майнинг оборудование. Потому что систематически совершались кражи, разбойные нападения, кстати говоря, были, в том числе и с огнестрельным ранением, грабежи были. Мы об этом слышали, мы об этом знали, мы об этом говорили, судачили все. Понимаете, и вал был очень серьезный. Как на этом фоне 93% оказалось, честно говоря, для меня загадка. Почему? Там вообще интересно, там в этом, вот, если мы говорим о Аргама, по-моему, передаче, да? Там вообще очень много интересных фактов было, там... Ладно, это предмет отдельного разговора. Вы в своем ответе на мой вопрос, кстати, сказали, что это недосмотр, возможно, прокуратуры. Что вы имели в виду? Прокуратура в своей деятельности должна надзирать за исполнением закона не только сотрудниками МВД, но и всех остальных, как говорится, участников процесса. И регистрация преступлений и качество регистрации этих преступлений, за этим тоже напрямую надзирает прокуратура. Вот если прокурорский надзор ослабевает, тогда в МВД появляются вот такие данные. Когда прокурорский надзор находится на своем месте, то картина выглядит приблизительно, она больше похожа на реальность. Когда прокурор на своем месте выявляет укрытые от учета преступления и заставляет их регистрировать. Кстати, о надзоре прокурора, вот обращаюсь прямо к прокурору, заявляю ему о том, что министр внутренних дел больше года нарушал законодательство. И честно признался в этом в эфире абхазского телевидения. Вот сейчас должна быть реакция прокуратуры, в частности генерального прокурора. Пусть реагирует, пусть призывает к ответу министра внутренних дел. Понимаете как? Но я сомневаюсь, что такая реакция будет, так как всем нам хорошо известно, что суд не может доказать прокуратуре, что по Чегваре проверка их проводится недостаточно эффективно. В последние 2 дня, значит, абхазское общество очень активно, бурно реагирует на произошедшее событие с добровольцем, ветераном войны Артуром Алоевым. Вообще в последнее время такая тенденция ухудшившегося отношения к ветеранам войны, она наблюдается. Я не буду детально уходить в 30 сентября, значит, события. Это тоже событие, которое я продемонстрировала. Я не думаю, что началось все именно тогда, но тогда демонстративно началось некое такое принижение ветеранов, еще ряд последующих действий, когда ветеранов войны в очень негативном свете демонстрировала тоже МВД. И сейчас вот Артур Алоев. Как ваше мнение? Вообще, должен сказать, что негативное отношение к добровольцам у команды нынешних управленцев проявилось еще когда они были в оппозиции. Я хорошо помню, как звучали обвинения в адрес отдельных добровольцев, не хочу называть фамилии и имен, отдельных добровольцев, которые занимали ключевые должности в республике. Вот, были возмущения, что случилось, неужели абхазов не нашлось и далее. Даже не хочу комментировать. Но хочу подчеркнуть, что это началось еще тогда. Вот. Яркой вспышкой, так скажем, были события 30 сентября. А что не останавливаться? Давайте остановимся. 30 сентября, в День Победы, ветеранов войны оскорбили, унизили, избили, и никаких последствий ни для кого из тех, кто там оказался виновен, не наступило. Сегодня это, кстати, не первый случай, когда ветеранов войны унижают, когда ветеранов войны показывают по телевидению центральному, демонстрируют, в негативном свете выставляют. Это не первый случай. Я не хочу, опять же, называть имен, но такого рода факты в отношении отдельных сухумчан уже имели место. Сейчас мы зашли еще дальше. Теперь взялись за добровольцев. Вот эти вот кадры, где доброволец, кавалер ордена Леона в наручниках на руках, с наручниками на руках, сидит за то, что у него, оказывается, обнаружили пистолет, это, понимаете, ни в какие рамки не лезет. Я должен тут сказать, что правонарушения со стороны ветеранов были всегда. Это было всегда, это есть и это будет. Другое дело, как реагирует на это общество,
и как реагирует на это власть. В данном случае я абсолютно убежден, что реакция общества и реакция власти – это совершенно разные вещи. Понимаете, как ветераны заслуженные люди. Давайте начнем с этого. Конечно, заслуженные. К ним должен быть особый подход? Да. Конечно, должен быть. Мы видим этот подход? Нет. Видим с точностью наоборот. Видим, как я к этому отношусь, негативно я к этому отношусь, очень нехорошо к этому отношусь. И более того, я считаю, что это очень серьезно бросает тень на наши отношения с братскими народами Северного Кавказа, благодаря которым мы сегодня отстояли свое государство и свою независимость, и благодаря которым вот эти люди сегодня занимают свои должности. И когда ездят в Россию, их принимают, с ними разговаривают, их уважают, и все знаки уважения им проявляют. Понимаете? Благодаря вот таким людям, как Алоев, в том числе. Вот об этом, мне кажется, они забыли, или я сомневаюсь, что это случилось случайно, что это произошло случайно. Мне кажется, что в этом есть определенная заинтересованность людей, которые недостойно повели себя во время военных действий в Республике Абхазия. Вот мое мнение, оно такое. И не только мое, кстати. Был один очень такой интересный эпизод, когда добровольца из Карачаева-Черкесии из-за спины Аслана Бжани пытались обвинить в том, что он плохо воевал. Такое тоже было в нашей истории. Понимаете, ну вот это вот те тенденции, которые привели к тому, что мы сегодня видим. И я уверен, что если мы не будем реагировать на это, если мы не будем говорить об этом, завтра случится еще кое-что похлеще. А урон будет нанесен всем нам и нашему единому адыго-абхазскому миру. Вот мы к этому идем, наше молчаливое согласие к этому приведет.